Доброе утро. Приехал на торговый центр Москва, метрополитен, на встречу со Сенара. Он со Астаны приехал. Приехал на такси. Такси здесь очень недорого стоит. Яндекс такси. Допустим, вот ехали и всего 850 тенге. Это чуть больше 100 рублей. Так, позавтракал со Сенара, Сенали Юкен. Это получается директор Жайдарма казахского КВН. Давно общаемся тоже. Вот сейчас специально иду пешком, смотрю город и спущусь в метро, проеду на метро до дома, потому что приехал в Алматы и не поездил на метро, тоже как-то странно будет, поэтому мне самому интересно посмотреть на все это. Метро станция Москва. И поеду до театра Ауезова. Москва по-казахски будет Москва. Так, пока иду, немножко хочу рассказать. Как-то здесь идешь и как-то вот такая какая-то чувство легкости есть некое. Прям, не уставший, не такой, не этот, как бы идешь и прям хочется идти, да. Я вот сколько дней уже нормально не спал в Алматы, там допоздна люди встречали, потом с утра опять надо было куда-то ехать, поэтому несколько дней толком не спал, но такой усталости нет. Это, не знаю, это связано с климатом или с эмоциональным этим каким-то моментом, да, связано, не знаю. Например, у себя нахожусь в Якутске, да, если какую-то ночь не посплю, там 3 часа, 4 часа посплю, то целый день я такой, хожу убитый, а здесь нет такого почему-то, не знаю. Поэтому каким-то образом заряжает то ли климат, то ли люди, то ли что, не знаю. Но факт в том, что энергия есть какая-то. Вот метростанция Москва. По идее, наверное, тут должна быть какая-то информация, да, типа в каком-то году открылась станция или метро в каком-то году открыли, но сейчас я просто отдыхаю и не хочу, нет охоты искать там данные и так далее. Просто я любуюсь и отдыхаю, и кайфую от Алматы. Поэтому, кому нужна информация, думаю, информации сейчас полно в интернете, поэтому кому надо, кому интересно, они найдут. Поэтому у меня вот на этот раз такие вот выпуски. Просто отдых и эмоции. Без каких-либо информационных данных. Так, время подходит к обеду, но народу мало почему-то. Наверное, люди в основном гуляют по городу пешком или на машине ездят. Вот почти свободно. Вот. Тут надо еще взять сумку. Так, один билет стоит 80 тенге, это получается чуть больше 10 рублей. И вот сюда спускаем. Где-то 12 рублей, по-моему, да. Дешево. Так, теперь найти направление надо мне, театр Ауезова. Думаю, разберемся. Так, тут очень удобно написано Москва, Сайран, Алатау и театр Ауезова. Мне надо туда выйти. Без пересадки сразу оказывается. Тут одна линия, да? В каком году открылось алматинское метро? В 2011 году. В 2011 году. Это только недавно открылось. Имею в виду, я думал. Да. 11 лет. А в Астане тоже есть, да? Нет. Метро нету. И вот все станции, которые есть, это все здесь одна линия. Да, получается, в 2011 году открылись Раймека по Алатау. Это первый пусковой участок. Второй пусковой участок. В 2015 году Сайран Москву добавили. И сейчас в 2022 году еще Саракаму еще добавилось. Дальше уйдет. Просто еще пока не обновили таблички. Это получается как бы конечно, первая станция. Отсюда начинается такой? Нет, с Раймека. Начало вообще проводится. И сюда шли, да? Сюда. Раймбек Батыр, Жибек Жалы. Раймбек Батыр вчера, по-моему, про него информация была в Черноземном каньоне. Жибек Жалы, Алмалы, Абая, Байконур, Ауезов театра, Алатау, Сайран и Москва. Вот с Сайрана мы едем в Бишкек, получается, такси. Послезавтра поеду. Автовокзал Сайран.
Народу очень мало, мне кажется. Ну, это я сравниваю, да, с московским метро, потому что мне, ну, только в Москве был в метро. Там постоянно народ куда-то бежит, куда-то торопится. А здесь как-то все тихо, мирно. Никто никуда не бежит, не толкается. Все на чили. Вот эта атмосфера мне нравится. Поезд идет там. Be careful, the doors are closing. The next station is Adira named after Mukhtar Awaz. The platform is on the left side. Станция драмтеатра имени Мухтара Ауезова. Вот тут национальные рисунки древних, ну, не древних, старинных людей. Это, да, как барельефы красивые. Тут тоже вот такое панно большое, красивое. Видать, свадьба казахская, той. Вот здесь тоже вот сидят женщины, украшают девушку на выданье, как я понял. Эта станция покруче, чем Москва, мне кажется. Ну, та станция новая, а это уже постарее будет, получается. Людей тоже мало. Мне сейчас сюда выйти надо, на улицу. А, Бала спит. И счастливые родители. Здравствуйте, выход в город только одна сторона, да? Ага, спасибо. Тут довольно глубокая, кажется. И тут сразу достопримечательности Казахстана. Картины маслом. Ну и реклама тоже присутствует. Аударымдар, переводы. Жылдам аударымдар, быстрее перевод. Сейчас город называется официально Алматы. Не Алмата, не Алма-Ата, а Алматы. Это означает яблоневый, а не дедушка яблонь. Вот, на выходе из метро сразу такая красота. Тут парк, аттракционы, тут фонтаны, сидушки, да, вот со спинкой, ой, с крышей, чтобы солнце не смотрело. Вот стоит театр Ауезова Мухтара. Казахский флаг тоже веется на фоне синего неба. На ветру вот памятник Ауезова. Это проспект Абая. Сейчас иду туда, до речки, Весновка, и по реке вот туда пойду. Зарядник разжается, жаль, я хотел специально пройтись пешком, чтобы все снять, но, как обычно бывает, процент один остался. Ехали. Шаболу. Все, и по этой речке иду до дома. Тут везде скамеечки, травиночка такая аккуратная, где можно полежать, посидеть, да. Я всегда мечтаю вот, ну, чистую травинку, да, в городе, где можно в тенечке полежать, посидеть и так далее. Тут можно бегать, да, по утрам, погуляться,
Тут нет звука машины, нет таких раздражений. Парк Горького, город Алматы, самый большой парк вроде. Приехали тут погулять, а то получается пешком толком и не гулял. Тут сегодня вот хотел пешком пройтись, поснимать. Батарейка села, поэтому, считай, ходил бесплатно от метростанции до дома. Но ничего страшного. Ассаламу алейкум. Ай азаматтар. Тут получается, вот стоит фигура, написано на казахском «ит» и на уруническом написано. Видите, то есть можно выучить урунический петух, таик, и опять же уруническое письмо. Вот здесь, не знаю, что стоит, вот здесь баран, хой, сахалы тоже хой будет, баран. Вот руны. Я только могу читать только слово тюрк могу читать рунически, остальное не могу. А у нас в Якутии есть группа людей, сообщество, которое именно занимается изучением рунизма, да, скажем. Так что тут как бы вот, бык, вот тоже написано. Тут все тоже цветами, все украшено. Видите, как все красиво. Сейчас, конечно, солнца нет, но тем не менее все равно красиво. Тут погулять с семьей, детьми, да, с девушкой, там, не знаю, с друзьями. Просто обалдеть красиво. Вот, я мечтаю, всегда мечтал полежать в парке, вот в таком газончике. Пришел вот так днем.
Не знаю, хоть до вечера. Застелил, да, какой-нибудь этот покрывало. И лежишь. Можно поспать, книжку почитать. Вообще ни комаров, ничего нету здесь. Ну, возможно, есть, но сейчас вот нету. Понимаете, какая инфраструктура у людей, живущих в Алматы. Ну, не в Алматы, а в больших городах. Вот, для детей парк. Динопарк Алматы называется. Вот там получается кафешка, мафешки, шашлыки, машлыки. Все для отдыха. Вот в парке даже есть аквапарк, оказывается. Дельфинарий даже есть. Понимаете, какие масштабы. Кири вход. У нас кири тоже вход. Дельфинотерапия. Хотя я лично хочу сказать свое мнение насчет дельфинов, зоопарков. Ну, лично мое мнение. Мне их жалко, как животных. Ну, люди ради выгоды, ради вот этого развлечения животных отделяют от естественного мира, да, и закрывают. Мне кажется, это неправильно. Так, я нахожусь в парке Горького, но парк Горького это старое название, сейчас этот парк называется Центральный парк города Алматы. Вот я вижу, стоим в искусственном пруде, где люди катаются, вот здесь по вечерам, да, на катамаранах, на лодочках, вот красивый фонтан мы видим. И вот эта искусственная речка есть, которую по кругу можно вот так обойти, переплыть и вот там выйти, то есть как будто на природе гуляете, на природе плывете. Везде по кругу ресторанчики, кафешки, все очень красиво. Парк занимает около 7 гектаров площади, очень большой парк, очень много разных развлечений. Так что пацаны из Казахстана, из Якутска, ну вообще все пацаны мира, ведите сюда своих девушек и романтикуйте, покатайтесь, посидите в кафешке, чай попейте и все будет. Это жақсы, пацаны. Давай поймай, а? Давай, раз, два. О, поймал, видишь? Армысыздар? Да, у нас человек ждет. Сандык ресторан. Айгілі батыр бабамыз Махамбет Өтемісұлының өзінің нөкерлеріне жанында жүрген батырларына арнап шығарған жұмыр қылыш деген кейін қалғаныңыздар Медбектің орындауында. Қойдың қабырға етін қымызда бір күн, яғни 24 сағат бойы қымызда маринадтау арқылы, яғни істау арқылы жасалынатын тағам. Сол арқылы қымыздағы ең құнарлы, пайдалы нәрселердің бәрі осы етке сіңіп, екі есе пайдалы болып келеді организмге. Жанына бізде тарының бір түрі кускус, және де ашып піскен тұздығымен, және де қымыздан жасалған тұздықпен бірге келеді. Келесі тағамымыз, ол бізде балқуырдақ тағамы. Балқуырдақ тағамы бізде жылқының
қоштасамыз. Аздаған үзілістерден соң кешіміздің үшінші бөлігін жалғастыратын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын, кештеріңіз тағы да қайырлы болсын дейміз. Короче, вот так лепешку ломаете. Лепешку ломаете. Вот это как называется? Жилик-май. Жилик-май. А у нас сели же. Ну, похоже, оказывается. Я, наоборот, по-русски не знаю. По-русски как? По-русски, знаешь тоже. У нас сели, да. Тоже популярная. А ты жақсы. Ас болсын. Үлкен алғыс. Вечерний Алматы, Арбат, вечерний Арбат. Сейчас название Жибек Жолы, да? Жибек это что еще раз? Шелковый путь Жибек. Шелковый сол, да? Жол это у нас сол тоже. Да. Очень много народа, молодежь, дети. Все так культурно, мирно сидят, отдыхают. Вечерний вид фасада театра имени Великого Абая. Наверное, многие смотрели фильм «Игла», да, с участием Виктора Цоя. Этот фильм снимали на этой улице в городе Алматы. И на этой местности вот поставили такой памятник, где периодически выступают люди, приходят здесь, поют о переменах и так далее. Вот здесь держится вот за этот факел, да, и здесь вот такой след остался. Вот тут надпись «Игла». Подземный переход, вот такие красивые граффити, волки, символ тюрков. Говорят, что тюрки родились от волчицы, так что волк для тюркских народов очень такой важное значение имеет. Тут очень красивое вот такое вот все в национальном стиле граффити. И играет этномузыка, да, ночью на переходе светло, вот здесь стоят эти датчики движения, когда человек заходит, она включается, узоры национальные, и такая приятная музыка играет. А это снежный барс, символ города Алматы. Горы и барс. Ночной вид на гостиницу «Казахстан». Это построено еще в советское время. Во многих открытках, да, по-моему, бывало, да? Я вспомнил, да, где-то на открытке или на картинке, или на марке где-то видел. Самый крутой ночной клуб города Алматы, Бла-Бла-Бар. Сейчас зайдем, посмотрим. Да, вот сегодня, получается, у нас встреча земляков, которые живут в Алматы. Вот, агашки подтягиваются. Учителя Гания, это Панаваи, да? Вот. Панаваи, да. Да. В национальном ресторане. Вот тоже местные ребята. Ну-ка, ребята, передайте привет. Да, вот люди, которые живут. Сергей, не спрашивай. Да. Имеется в виду там что у вас? Девушки уже туда зашли, там сидят. Завтра уже выезжаю утром. Устал, хватит, да. Поэтому я вот здесь сижу, сейчас отдыхаю. Ой. Да, Казахстан, конечно, очень впечатлил, Алматы. И самое главное, не то что местность, да, и город и так далее, а самое главное, впечатлили люди, да, которые здесь живут. Любая местность ценится людьми, и вот это вот отношение людей друг к другу, да, очень меня тоже зацепило. Даже вот дети, да, которые обращаются к своим родителям на «вы», это, ну, вообще для меня, например, был, ну, не то, что я знал это, конечно, когда живую увидел, это было нонсенс, да, так что
казахстар очень вот такие люди, которые друг к другу очень уважительно относятся, к незнакомым людям особо, да, хорошо относятся всегда на «вы» и так далее, поэтому, да, у нас есть что, чему научиться, да, как так скажем. Так, получается, праздник начался, а тут подъехали ребята, хотим, говорят, поздороваться, то завтра уезжаешь, не успеваем, говорят, поэтому вот вышел. С ними поздороваюсь, повидаюсь и обратно зайду. Братья казахи вообще удивляются. Сказал, где я сижу, да, и сразу подъехали, давай, выйди, говорят. О, базар жок. Вот они. Сагындык из Шымкента, Кайрат из Алматы. Такую даль приехали, да? Клуб есть такой. Да, Кайрат из Исыка, вот сюда в Алматы приехал. И вот Сагындык из Шымкента приехал. Завтра выезжают в Астану с ребятами, с казахами, которые вот благодаря, да, вот нашему каналу, нашему сообществу познакомились. То есть, получается, я и казахи между собой тоже знакомлю, короче. Сейчас вот там сидят сахалар, друг с другом знакомятся, а там и казахи там знакомятся, еще между собой их пытаются знакомить, да. Так что вот так это не все просто так, это все масштабируется, это все как бы распространяется. Очень рад, что сегодня вот собрались земляки, тоже много знакомых, общих знакомых. И я сам родом из Тальтинского Луса, если есть кто-то. Это Кёльга, да? Барбул, Джахсалам. Парень вошел в команду по американскому футболу в Казахстане. Вот, все, что интересного рассказать. Известный фитнес-тренер якутский. Один ребенок, дочка 2,5 года. Bu sahalar Ramata Muftan Ayurot. Şübheti bereketler, ciddi baytar. Kazaklarga sahalardan uruy! Haykal! Uruy! Haykal! Uruy! Haykal! 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 Казахали, у нас сегодня здесь мероприятие землячества выходцев из Республики Саха-Якутия, живущих в городе Алматы, прекрасном городе. И мы сейчас хотим танцевать наш национальный танец Агохай. Она же это какое? Автомобиль же госчиновник отобрала же. Молодец. Даниэр с женой подошли, короче, мы тут сидим с ребятами из Якутии. Даниэр хотел пригласить меня на казахский ресторан. Я говорю, я вчера, братан, там только что был, и давай лучше ты к нам приходи, говорю, и у нас они сегодня наши гости, короче. Да, посадили их вот на середину стола, так что, да. Привет из Казахстана. Моя мечта когда-нибудь посетить Якутию. Давай. Особенно зимой. Съездить в Оймекон. Минус 72 градуса. Я сам люблю холод. Прям обожаю холод. Очень бирс. И они прям вот Даяны там говорили на казахском. У нас есть выражение «жер жаната», это «жетсу шымкент», то есть рай земли, это у нас говорят «жетсу шымкент», но можно добавить к этому списку Якутию. Это супер место. Да. Супер место. Рахмет. Сегодня у меня последний вечер в Алматы, завтра с утра уезжаю. Вот Даниэр пригласил на ресторан, по идее он приглашал, я его самого пригласил в одно место, но он все равно меня сюда пригласил, короче. Для бульона. Ереке, это вот наше национальное блюдо, называется етасу. Так, греческий. По-другому бешпармах, то есть 5 пальцев. Едят обычно руками, то есть сюда входит у нас
мясо конины, казы. Казы это конская колбаса, натуральная получается. Лук. И получается, где как, получается, да, вот морковь и так далее. Сегодня вот тоже в ресторане Ючлаган тоже кушали без бармак, да, и получается на каждом ресторане она оформлена по-разному, потому что получается повара разные, наверное. Вот. Приехал в Бишкек, захожу в аэропорт, вылетаю домой. Ребята встретили из Якутии, оказывается, тут тоже есть в Бишкеке. Всем привет, я дома, 21 час пути, да, очень долго. Сначала с Алматы в Бишкек на машине, 2,5 часа, потом в Бишкеке там немножко с ребятами поездил, потом до аэропорта проводили, потом до Новосибирска, там 6 часов ждал, и вот 5 утра прилетел, немножко поспал. Сейчас вот сижу, размышляю, да, как будто это как сон прошел. Неужели это было правда, да, если бы это не было бы все снято на камеру и не выложено, это бы как бы все так прошло бы быстро, но все снято, все выложено, это уже история, это остается, это уже будут смотреть люди, да, наши дети и так далее, и это все масштабируется, другие люди увидят и тоже будут ездить к вам. С Казахстана будут ездить к нам и так далее, будут общаться, знакомиться. Например, сегодня из Алматы ребята выехали в Астану, да, Казахстар, познакомились, то есть через меня тоже. Поэтому это все как бы превращается в вот такие какие-то на большое общение, да. Большая благодарность Уркен Алгыз, братьям казахам, кыргызам, да, за то, что так хорошо встретили. Не один день, проведенный в Бишкеке, в Алматы, я не чувствовал себя, не скучал, да, не чувствовал себя одиноким и так далее, ненужным, да, всегда были предложения, приглашения и так далее. К сожалению, не все снято на камеру, много осталось за кадром, потому что некоторые люди хотели не показывать себя, свое лицо и так далее. И некоторые моменты я сам, ну, тоже не смог снять, там камера села, батарейка села и так далее. Но по возможности пытался снять, все выложил по частям, да. Так что, кто еще не смотрел, смотрите. Было очень интересно, и это не последний раз, я еще приеду. Многие ребята зовут в сторону юга, Шымкент, Туркестан, да. Много ребят зовут в Астану. Для себя приметил такой момент, да, в Алматы, например, в основном взрослые, да, люди встречали меня, а в Астану уже зовут молодые люди, то есть даже вот в сравнении этих двух городов есть вот такое вот отличие, оказывается, есть, да, вот я даю одну и ту же информацию, а в Алматы, например, воспринимают немножко вот старшее поколение, а в Астане уже такое молодое поколение. Поэтому в следующий раз планирую съездить обязательно в столицу, в Астану. Всем спасибо, дел очень много накопилось, не знаю, с чего начать, да, сейчас баньку затоплю, помоюсь. Сегодня у нас, оказывается, выходной, в понедельник, завтрашнего дня уже вступаем в боевые будни, да, так что всем спасибо за внимание, за интерес. Будем по возможности снимать, выкладывать и так далее. Это только начало, друзья. Все, всем Уркен Рахмет. До встречи, до свидания. Всего хорошего, наилучшими пожеланиями. Эркин Эверсов. Ассаламу алейкум. Брат, очень рад, спасибо большое. Я вот только увидел. Если не уехал, давай завтра после обеда встретимся где-нибудь, без проблем. Я в Астане, ты в каком городе? Я в Астане просто.